Добрый день. Сегодня у нас в гостях Ибрагимов Марат Хакович, один из потомков знаменитого нашего политика, общественного деятеля, ученого, писателя Галимжана Ибрагимова. Сегодня он нам привез в гости одну из своих рукописей. Это пьеса «Зулейха. Открой глаза», написанная по мотивам повести Галимжана Ибрагимова «Эдемнер». Марат Хакович, для начала расскажите, каким образом вы приходитесь потомкам знаменитому Галимжану Ибрагимову, и немного расскажите про эту книгу, о чем она, к чему вы пришли, идея этой книги и так далее. Значит, я являюсь двоюродным племянником Галимжана Ибрагимова. В свое время, значит, они общались с моим отцом Хаком Ибрагимовым, когда, значит, он был малолетний ребенок, мой отец. И вот таким образом степень родства я подчеркиваю этим самым, что я племянник его. Да, то есть ваш отец был его двоюродный брат. Двоюродным братом Галимжана Ибрагимова. В очень близких отношениях они были, потому что мой отец был самый малолетний Ибрагимов из нашего рода, будем говорить, поэтому, как ребенок воспринимал его. А о чем эта книга вообще? Значит, книга о чем? Книга описывает события 21-23 годов, которые произошли в Урало-Поволжье. В частности, значит, описывается именно тот ужас, который испытали наши люди без национальности в нашем регионе. Значит, о чем эта книга будет? Значит, моя книга, сама книга состоит из нескольких частей. В этих частях я рассказываю о чем? Во-первых, начинаю историю голода как таковую. Как она происходила в течение тысячелетия, с момента образования России. Раскрываю поэтапно. Привожу пример, что голод сопутствовал нам каждые 7 лет. В основе взяли что? Юсуф и Зулейха. Когда видели пространный сон, царь, и указал, почему вот 7 сытных земель, а потом идет как-то непонятно что. Он пояснил, это будет сытные 7 лет, потом будет засуха голод. В основе лежат книги, лежат. Каким образом пришел к этой книге? Потихоньку. Вот эту историю я описываю, после этого перехожу. Значит, а сама хроника событий в этом нашем Поволжье, этих событий, включая, значит, самый жестокий голод был, хоть и говорят там другие места, Малой Башкирии так называемые, потом Уфимская губерния, Татария, Саратовская и Сабарская губернии были, самый жесточайший голод. Но Башкирия, я считаю, самый жестокий голод был. Почему? В Малой Башкирии. Малой Башкирии, подчеркиваю. Именно не надо путать Башкирию как современная. Малой Башкирии, которая располагалась вдоль Урала, горный массив. Потому что более 90% людей того времени, проживающих в этой Малой Башкирии, они голодали откровенно. Откровенно, прямо по документам, которые я нашел в архив, четко прослеживает этот момент. Далее, перехожу. Почему Ибрагимов эту пьесу создал, эту повесть создал? В этом тоже там сказано, каким образом он пришел. Он, будучи, как вы сказали, общественным государственным деятелем, к нему стекалось много информации о событиях того времени. Естественно, он анализировал и вот эту свою повесть создал. Эдемнер. Повесть Эдемнер. Да. Значит, когда я стал, почему к этому я подошел еще? Сейчас сначала книга. Значит, потом перехожу. А как же описывали татарские, без национальности, писатели, поэты и очень об этом голоде? Нашел материалы, что начиная с Короленко, потом перешли, значит, мы посмотрел документы, как описывали башкирские писатели, поэты и татарские. Очень много фактов приведено. Именно они сами участники этих событий. Своими глазами. Своими глазами, и даже вот Михаил Никит четко описал, что происходило с его родины, с нынешнего города Давлеканово. Выжженности поля и так далее. Кроме лебеды ничего не росло, который потихоньку стал продаваться за бешеные деньги. Далее. После этого, значит, я перехожу медленно на помощь, которая была оказана во время голода. Она тоже состоит из нескольких таких вот подразделений, или как микрочастей, подпунктов, где описываю, как помогала советская власть голодающим, помогали зарубежные организации, и в том числе пожертвования, и пока помогала АРА. На 3 части как разделили. АРА это? Американская администрация помощи голодающим России. Значит, надо отметить, когда материалы архива посмотрел и увидел, что в 2021 году, когда еще не был заключен договор с АРА, большая помощь оказалась местной власти, там деньги, продукты, все выделялось. И на более голодающие районы были губернии, будем говорить правильно, они были привязаны к каким-то другим, более таким сытным местам. Татария, например, была привязана к Сибири в основном. Башкирия, Башкирская республика, как такое, была привязана к Средней Азии. Вот что значит слово «привязано»? Ну, привязано в том плане, как план
Там документ такой, привязка. А привязка, то есть это получается вот эти регионы, допустим, Сибирь курировала Татарстан? Да, и помогали им. Именно Сибирь отвечала за помощь Татарстану Да. продовольствием. Вот И Средняя Азия, Туркестан тогда был. Это четко. Почему я говорю? Вот я архивные документы нашел, что в Малую Башкирию пришел целый вагон урюка, пришел помощи, например. Такой момент есть. Ну, среди зарубежных организаций и таких пожертвований граждан, там такие моменты я нашел, что уже в июле 2021 года были пожертвования, и думаете от кого? Заключенные помогали Уфейской губернии, помогали, значит, ГУПЧК и милиция, такие моменты. Кроме того, значит, были пожертвования частных лиц в большом количестве денег. Собрали там около 100 тысяч рублей денег по этим деньгам. И где-то только к концу года подключилась компания, то есть миссия АРА была заключена. И отмечу здесь поразительный факт, что 10 декабря 1921 года одна из первых столовых АРА была открыта на родине Ибрагима, село Султамратово, ныне Арбатинский район. Это четко по документу нашел. Хотя, значит, там был, Усманов указал 6 декабря, нет документа, в котором четко прописан 10 декабря. Это в то время Уфимской губернии, да? Да, Уфимской губернии, Миркабитской волости. Это момент. И вот поразительный момент. Раз такие документы нашел, попытался найти свидетелей этих событий. Как это происходило? Именно в Султамрата. Никто об этом факте не знает. Вообще ноль. Информации нет. Теперь американская помощь. Действительно, они подключились. Помогали очень сильно, надо сказать. Видимо, за счет того, что возглавляли эту миссию военные. Четкая организация была постановки задач. Но наряду с этим, что помощь была действительно, деньги выделялись, надо сказать, это миссии из страны Конгресса, из страны советского правительства, причем в значительных суммах. Вот в моей книге это вошли все документы, ссылки наших авторов даже местных, например, Усманов включил туда и так далее. Там есть четкие ссылки. Вот вы говорите про мою книгу, это имеется в виду книга? Зулейхат, «Открой глаза». Это все здесь, в этом произведении. Почему, я чуть попозже скажу, почему подошли к этому названию. Теперь, значит, все вот эти материалы мы собрали с моим соавтором Мухаммадиевой Халисой. И подумали, а почему мы не можем перевести вот эту повесть на русский язык? Тем более в архиве Татарстана нашел такую запись, что его жена Гульсум Апа переводила это на русский язык, но не была опубликована вообще на русский язык. Повесть Адам. И пытался найти в архиве эти документы, их нет, вообще исчезли куда-то. В архиве нет этих документов. Поэтому перевели эту повесть на русский язык. Посмотрев весь материал, который у нас есть, было предложено со стороны моего соавтора, давай, говорит, напишем пьесу. Вот таким образом одноименно появилась пьеса «Открой глаза». Почему? Чтобы люди забыли об этой истории, вообще люди плохо знают, забыли о голоде вообще, как мы столкнулись с этим моментом. И считаем, что вот этим названием мы людей призываем, люди, откройте наконец на правду, чтобы творилось в нашей стране. Кто как оказал помощь. Вот момент такой. Вот сама идея была такова. Ни к чему никому не привязывались. Поэтому вот такая идея у нас и получилась. Но в этом году столетие со дня вот этих трагических событий. Да, получилось в течение обстоятельств. Этой работой я занимаюсь фактически с 2008 года. В 2009 году была выставка о голоде, 90-летие в России, в Уфе была. Там, значит, мы представляли такой документ один уникальный, который мы нашли у своих родственников, что двоюродный брат Галимжана Ибрагимова, Мухтар Ибрагимов, работал в этой миссии, и он имел благодарность из 5000 человек, которые работали у нее, из граждан местных. Такой момент нашел, да? Документ у меня такой сохранился, он есть в архиве моем. Вот. Ну, естественно, значит, по завершению подумал, а как мы память о голоде сохранили? Почему этот вопрос тоже коснулся у меня? Когда я посмотрел одну из работ Усманова и увидел, что там некоторые дни скапливалось до 200, трупов, будем говорить, около мусульманского кладбища в Уфе. Некому было хранить. И потом я, естественно, пошел на кладбище, говорю, может, кто что-то помнит. Вы знаете, никакого знака, ничего такого вообще там нет. То есть там на мусульманском, или которое раньше называлось татарское кладбище Уфы, захоронено более 200... В день собиралось. Более 200 в день, сутки жертв голода. В зимний голод. Потому что мы обычно в основном помним, что там захоронены какие-то известные люди, какие-то общественные деятели, писатели. То есть там похоронены в том числе и жертвы голода. Да. Количество людей неизвестно, вообще нету таких данных, вообще не нашел, нету. Но, видимо, они какой-то братской могиле, да, учитывая, что кладбище-то не такое большое. Небольшое, я практически в кладбище шел, так как у меня там родственники похоронены. Но ничего такого даже, никаких следов нет этого момента. Вот самое поразительное. Потом, значит, почему думаю, давай посмотрим, а что у нас творится вообще в России. И оказалось, несмотря на то, что документы о том сохранении памяти на существует в стране, приняты Грызловым, подписаны, там в книге вошло это все, какой
было постановление. Оказалось, что мы памятник как таковой не имеем вообще. Имеем камень в Бузулуке, имеем камень на вокзале Самары, имеем памятник Нансену в Арксе, имеем памятник Нансену в Москве. Без указания, почему это так. То есть не без привязки к голоду 21 года. Конечно, в Москве там около него стоит женщина, девочка с куском хлеба, но не сказано, почему это. Почему эта девочка. Только написано подлядным исследователям. Вот, теперь коснулось дальше. Посмотрели, а что творится с другой стороны. Оказалось, в открытии памятника голода, так как там погибло более 1,5 миллиона, считается, людей, казахов во время голода этого времени. 21 года. 21 года. Значит, сам лично президент Назарбаев открывал памятники в столице. Такие документы. Причем и в настоящей столице, и которые существуют ныне. Дальше коснулось. В Украине, нашей недружественной стране на сегодняшний день, оказалось, там более 3000 памятников существует голода. А вообще вы считаете, вот, тема голода, почему она важна для изучения нами, вот, потомками вот этих событий? Значит, во-первых, на сегодняшний день, по прогнозам экономистов и вообще людей, ученых, на сегодняшний день в результате эпидемии коронавируса более 270 миллионов человек голодает во всем мире. То есть уже полпроцента, не полпроцента, 5% людей уже на грани вымирания от голода. То есть проблема она неизбежна, тем более вот сегодня такой момент, надо обратить внимание. Никто, наверное, не обращает внимания, только наблюдатели смотрят. Почему береза высыхает вдоль дороги, обратите внимание. Потому что влаги не хватает, воды не хватает, не только воды растут. Воды не хватает. Вот такая катастрофа идет какая-то, определенной степени. Поэтому надо знать, к чему, что может быть. И должны люди вообще знать, почему потомки собирают хлеб, вот бережно относятся к этому хлебу, относились бабушки, дедушки. Да, вообще с голодом не... Прям вот со стола сметает, вот кушать. Почему это? В традиции, да, в татарской национальной традиции. Никто об этом не задумался об этом. Вот истоки этого, оказывается, голода. Да, то есть голод, он повлиял и на вообще на культурные традиции татарского народа в том числе. Вот, правда, я еще момент такой добавлю. Говорят, что там большевики неправильно и так далее, и так далее. В этой книге мы не анализировали, кто прав, кто нет. Конкретные факты по архивным документам. У меня сегодня скопилось порядка 1500 документов, которые я скопировал в архиве. Собирался скопировать. Сегодняшний день якобы архивы доступа закрыт. То есть голод 21 года любой желающий не сможет изучить уже нет, документы? По всей видимости нет. А уже нет, то есть это раньше они были открыты? Вы не можете сказать точно? Не знаете, да? Ну, надо тебе сказать лично, значит, когда я занимался историей Ибрагимова, составлял, то доступ в архив ИПД получился из ФСБ. Так что, да, то сейчас, есть закрытый. Ну, по крайней мере, вот которые интервью брали, они сказали, доступ в архив уже закрыт на сегодняшний день. То есть преследуют и так далее, милиция, как бы, ФСБ. Тема, значит, еще болезненная до сих пор. Да. Но все-таки... Ильнус Тагиров правильно сказал, на сегодняшний день тема эта не раскрыта никак. Это ваш ученый, Казанский, кстати. Да, я знаю. Он ответил, эта книга тоже вошла, у меня его высказывание. Но все-таки почему Зулейха открывает глаза? Это, призыв, точнее, людям, открой глаза. Люди, откройте глаза. Что было, к чему, что могло быть, почему наши люди страдают, почему так получилось. Это открытие, открой глаза, призыв, открой глаза, наконец-то. Наконец-то открой глаза. Почему так? Вот в этом произведении, то есть я немного глазами прошелся, то есть здесь одним из героев, получается, является Зулейха, да? Герой этой книги является голод. Голод. Да. Голод. Не так разве? Главное действующее лицо. Герой книги. Главный герой, да. Но почему-то вы же назвали Зулейха «Открой глаза», то есть вы напрямую не перевели слово «Адамнер». «Адамнер» — это по-татарски, кстати, люди, значит. Да. Это почему? Такая специальная провокация для читателей? С вашей стороны. Для читателей. С вашей стороны провокация. Для читателей. Ну, почему? Ну, во-первых, я еще раз повторю, значит, Зулейха – это собиратель образ мусульманских женщин. Она ведет с детства как привитый образ такой. Но остальное – это, извините за выражение, мы просим открыть у вас глаза. Люди, наконец, вы откройте глаза. Хоть что-то вспомните о себе, о своем роде, что было давно. А то сегодняшний день не знают, кто такой Ленин, люди, молодые люди. Вы знаете об этом? Наверное, не знаете об этом. Что вчера вот столкнулись с таким фактом в Казани, не знают такой, да, был такой. А кто такой он? Чем он заменил? Люди уже забывают. Да. Хочу сказать про Ленина вопрос. Там тоже в эту книгу вошли вот там фразы. Вошли не только и Сталина вошли фразы, хотя вот обвиняют Сталина. Ну, когда люди сами прочтут эту книгу, посмотрят, и они ничего не анализируем, ни анализа нет. Кто прав, кто виноват. Люди, сами смотрите, думайте. Кто здесь еще как. По крайней мере,
Ну, 55 томов Ленина издать, это не так просто. То есть это все-таки глубокая переработка произведения Конечно, Адемнер. конечно. На основе фактических документов Да, архивных. да, это можно даже назвать историка таким историческим произведением в какой-то мере. Исторической драмой. Да, даже исторической драмой. То есть вы здесь перевели ее на формат пьесы, и вы поэтому, получается, как бы планируете, желаете того, чтобы это произведение все-таки было поставлено на сцене. Конечно, да. Татарских национальных театров. Да, начать я хотел именно с такого Казани, потому что я хочу сказать, хоть я документы, да, говоря о книге, о повести, Галимжан бы не указал, в какой деревне происходило, какой национальности. Это могло быть любой деревне нашей глубины России. И, извините, и русской, и татарской, и башкирской, и чувашской, где угодно. Есть такое понятие обобщенное село. Да. В общем, вот образ, голод, который был, глубинный деревень, который, не было никакой помощи. Это коллективный образ, да, получается, да. Населенных пунктов того времени. И, значит, хочу сказать момент такой, что, значит, именно здесь показывает образ людей, которые дошли до безумия от голода, что могли позволить себе убить дочь, родную дочь убивал. Но, правда, он разум его зашел до туда, что он, как-то осознав, что он неправильно поступил, какой-то проблеск на сознание наступил у героя Горея, он повесился, к сожалению. Не к сожалению, может быть, осознал, что совершил большую ошибку. Поэтому мы заканчиваем словами. Когда заходит сосед с едой к этой девочке, которую он зарезал, которую мы назвали Зулиха, он заходит и говорит с фразой, он тоже не понимает, что такое от голода, сознание замутненное. Зулиха, казам, кузена ощ, открой глаза, девочка моя. Логично, нет? И вы тоже. И вопрос мы завершаем, обратите внимание. Не оставим вопрос, оставим вопросы, то есть вам задуматься надо. Вопрос стоит и восклицательный знак. Не спроста это вы поставили. Да, то есть название произведения взято из последних фразы самого произведения. Но закончили эту работу, как видите, 4 мая прошлого года. Да, уже скоро год будет, и вы уже занимаетесь в настоящее время изданием этой книги. Да, подготовкой занимаюсь. Ну, уже сдано как бы уже в печать, сейчас рассматривает этот вопрос, как это публиковать. Но потом надо сказать, что почему, значит, еще... Поэтому вот когда анализировал много интернет-материалов, посмотрел, что некоторые ученые, даже из Казани, параллель проводят между вот этой Адамляр Ибрагимова с образом, который заложен в повести Гоголя «Ревизор». А каким образом? Ну, я вот сама вот аннотация к этой статье, по тексту никак не привязан. Не понимаю, как это. Просто вот как-то обозвали. Причем, может быть, какое-то событие, какой-то деревень там в пункте происходит. И здесь то же самое. Вот из-за этого привязка. Ну да, по идее, вроде же Адамляр это про голод, а драма, ревизор, это комедия. А «Ревизор» это чистая комедия про события 19 века. Вот просто показать, не знаю, почему это ученый так написал. Причем работник института имени Галимжана Ибрагимова. Мне поразительно, не буду называть фамилию. Да. Но другие моменты, тоже там есть какие-то непонятные отзывы о нем, но... с чем это связано? Все-таки Галимжану Ибрагимову, получается, скоро будет 135 лет со дня его рождения. Да, 135. Уже в будущем году 135 лет. С чем это связано, что вот такие разговоры вокруг его личности? Может, мы его плохо знаем, получается? По некоторым ощущениям моим даже вот есть такое, что люди не совсем хорошо все знают о его жизни и истории. Его архив, он как бы, насколько я знаю, не очень хорошо сохранился. Да? Там его архив, надо сказать, я когда занимался плотной этой работой, я же говорю, много лет занимаюсь, практически уже более 15 лет, его история жизни, прочие дела. Вот такие ощущения складываются, что его документы, все прочие моменты просто из архива вырезаны. Их нету практически. Чтобы получить доступ в архив Татарии, я очень сложный путь прошел для этого. Здесь Татарстан, то есть какие-то... Припомнить. Хотя вот Национальный архив в этом плане очень лояльно относится ко мне, госпожа Горохова. Все материалы, которые могла, я попросил, все выделила. Она вот лично, единственный человек, который сильно помог. А вот Башкирия коснулась, прочее дело, и в архиве ПД Татарстана, документов нет. Даже на личном деле Ибрагимова, нет фотографий, фас и профиль. То есть, не понимал, как будто дело было сфабриковано на нем. Это вполне может быть сфабриковано, это же все-таки 1937 год, период репрессий. Там практически на всех дела были сфабрикованы. Значит, такая ситуация. Но ведь пишут, что он был репрессивно похоронен на Архангельском кладбище Казани. И вот когда я исследовал эту книгу, первую книгу свою писал, я начался с Ялты, его путь жизненный, везде чувствуется его дух. И когда в архив попал, около Приднестровской тюрьмы был, на кладбище, духа его не чувствую, руха Юганака. Нет руха. Вот все есть, везде, где был, вот чувствуется. Вот я потом проникся его духом, его временем, и вот эту книгу первую изложил. Это на одном дыхании, как бы, сделал. Без его нету.
Поэтому, ну, когда попал в архив после этого ЭПД, нашел такую маленькую бумажку, Ибрагимов, значит, сдан в райотдел милиции Ялты, и после этого как бы следы исчезают. Почему? Написано, сдан был в Симферопольскую тюрьму Украины. В СБУ обращаясь в службу безопасности Украины, ответ не заставлялся, не было. Здесь в архиве документ, что нашел, значит, нет фотографий фаст-профиля само по себе. Далее, ни одного протокола допроса нет. Теперь нашел такой маленький клочок бумаги, на книге моей указано, что он из тюрем НКВД и прочее не доставлялся. То есть, получается, в последние 10 лет он жил в Ялте из-за туберкулеза, да, который за обострение туберкулеза. И потом он с Ялты, он просто исчез. Да, его в Ялте арестовали. Сдали, и исчез он. И дальше уже его следы теряются. Поэтому я считаю, на кладбище, который здесь есть, памятник, это не памятник, просто кинотак, знак, что вместо Якова. То есть у вас есть сомнение того, что он вообще здесь похоронен в Казани? Да? Нет, это однозначно нет. Я даже никаких сомнений сейчас, потому что я, кроме этого, еще долго смотрел материалы, и потом вот люди воспоминания пишут, там встречался в тюрьме, больница, ребята, это просто сказки. Потому что я сопоставлял много документов, не сходятся вот эти фразы и то, что другие люди пишут. Надо же 2-3 точки сравнивать, но нет. Да. Это просто люди хотят быть причастными к этому человеку великому. Тем более было уже после его как бы условной реабилитации, 60-е годы. Там что хочешь можно говорить, то я был видел, а с ним знакомый, кто-то видел. Нет, такого нет. Это все сказки. Ну, давайте теперь последний вопрос. Все-таки вот слово Зулейха и имя Зулейха, у нас сейчас оно в татарском мире, и не только в татарском, оно уже стало таким неким символическим, да, я имею в виду не только произведения Гузель Яхиной, но и средневековое произведение Кыса Юсуф, Кулгали и так далее. Все-таки с чем это связано? Почему Зулейха для татар это так важно? Важное имя, я бы сказал, для нашей страны. Собирательный образ женщин, жизнь человека, любовь человека, какая-то происходила любовь. То есть образ татарской женщины. Да, будем говорить так, мусульманская женщина. Тогда же не было понятия татар или башкир. Именно тюркского народа женщина. Собирательный образ. Давайте только Яхин это реклама идет. Так, давайте тогда по-другому. Сейчас давайте. Сейчас отрежем тогда. Это все-таки почему, получается, вот в этом произведении написано «Зулейха, открой глаза», и вообще почему Зулейха для татар-мусульман, для мусульманских народов тюркских, оно имеет такое большое символическое значение? Вот вы сейчас сказали, что Зулейха Юсуф у нас как бы народный эпос, как сказка принята. Почему как сказка? Потому что наши бабушки и наши предки говорят, рассказывали сказки о любви, большой любви тюркской женщины, своему рабу, как это происходило, как это они, ощущения какие были, как они жили. Поэтому наши бабушки, наши прабабушки об этой истории рассказывали. Считают, что это показатель, пример наших женщин. На сегодняшний день образ женщины татарской женщины, считаю. Вот, поэтому. Зулейха. А почему «Открой глаза»? Ну, то, что мы вот в эту книгу вошло, то, что это написано в этой пьесе. Люди, представьте себе, все-таки откройте глаза, люди. Она призывает, эта вот пьеса, эта книга призывает. Люди, откройте глаза на те факты, на те события, которые происходили 100 лет назад в нашей стране. Хорошо, Марат Хакович, спасибо вам. Надеюсь, эта книга все-таки будет издана, поставлена на подмостках татарских театров. Все-таки потому, как это мое личное мнение, в современной татарской драматургии в том числе не хватает вот таких важных исторических драм, которые бы пробуждали интерес к нашей истории, которые бы заставляли искать нас ответы на те вопросы, которые нас больше всего волнуют, и которые помогали бы нам пережить наши родовые травмы. А все-таки голод, я считаю, это одна из родовых травм нашего татарского национального сознания.